Больше половины съемок прошли здесь, в селе Алань Тюлечинского района. Местные жители и сами стали актерами и героями сериала. Кому-то достались эпизоды, кто-то помогал найти реквизиты. Просто ему нужен был еще один культурный такой большой велосипед. Но это мы тоже нашли. И весь фильм вот по деревням тоже таскали наши велосипеды, возили. Мы, конечно, очень обрадовались. Эта новость для нас была очень приятной. С одной стороны, бабушки наши, вот пожилые, на всю жизнь ведь останутся на экране в памяти всем детям. Мы играли роль такую, как сплетница. Там в деревню приехала девушка очень красивая, молодая. Мы сидели, смотрели за ней, наблюдали, сплетничали, как это в деревне обычно и бывает. Весь народ участвовал в деревне, все помогали. Это не работа одного человека. У нас есть человек с экскаватором, ему позвонили, он пришел, помог быстренько. Яму выкопал директор нашего колхоза Алмаз Хабирович. Он тоже помогал, не отказывал, у него в кабинете снимались. В съемках сериала был задействован буквально каждый уголок этого села. Свою роль сыграла и эта баня. Чтобы она хорошо смотрелась в кадре, ее за один вечер приукрасили. Купили краску, покрасили наличник, двери и даже нарубили дров. В селе Алань живут 450 человек. Есть своя школа, ФАП, Дом культуры. Работает даже народный театр. В селе появилась новая улица, Молодежная. Здесь уже 3 молодые многодетные семьи. Жители говорят, жизнь в деревне кипит. Такой и хотела показать село творческая группа. Основной сверхзадачей было показать современную деревню. Она очень сильно изменилась. Для меня тоже было большое удивление, что у них есть здесь каток. Летом жара, а тут каток, бассейн, очень много спорткомплексов, спортивных площадок, красивые парки. И сломать стереотип, то, что колхоз, колхозники, это все печально. Нет, современная деревня, это очень круто. Тоже меня фирма турында. Первыми зрителями стали сами тюлечинцы. Они увидели 2 серии на большом экране и встретились с актерами. Каждый с нетерпением ждет премьеры сериала на ТНВ. А сегодня с удовольствием пообщались с артистами. Это звезды татарских театров: Фанур Мухамедзянов, Фирая Акберова, Радик Бариев, Гамиль Асхадулла, Асхат Хисматов. Были моменты, когда хотелось даже самим сниматься, самому мне, нашей команде, в целом. Очень хороший фильм получился. В основе сюжета история 2 братьев-близнецов Амира и Самира. Один живет в городе, другой в деревне. Однажды им придется поменяться ролями. И братья поймут, между ними больше общего, чем кажется. Сериал «Алмаш» покажет, село живет, пока есть люди, которые трудятся на земле. Многосерийный фильм снят по заказу ТНВ при поддержке комиссии по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане, и благотворительного фонда компании «Татнефть». Восприняли очень хорошо, потому что прекрасные артисты, прекрасная деревня. Мы хотели показать хорошую деревню, хороших людей, красивые отношения. Этого так не хватает в жизни, чтобы все было хорошо, чтобы люди были хорошие вокруг. Фильм показал, как и она влияет еще на решает 2 задачи. Здесь показано, как сохранить язык, как городские ребята язык сохраняют, обратно приезжают в деревню. И второе, здесь говорится разговор о сохранении деревни. Предыдущий сериал «Бер-Бер-Хель» имел большой зрительский отклик и высокие рейтинги на ТНВ. Его до сих пор смотрят и любят. Авторы «Алмаша» надеются, новый сериал найдет новых поклонников. Премьеру в эфире ТНВ Татарстан и ТНВ Планета зрители увидят уже 5 декабря. Покажут 20 серий. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Тюлечинский район.